Рустам Эмомали выступил на заседании парламентской ассамблеи ОДКБ. Родственник Толиба Аимбекова экстрадирован из России в Таджикистан. Москва признала атаки на стратегические объекты украинскими беспилотниками. В Узбекистане 14 тысяч абонентов остались без газа. Путин проехал по отремонтированному Крымскому мосту. Председатель Верхней палаты парламента Таджикистана мэр Душанбе Рустам Эмомали в ходе выступления на заседании парламентской ассамблеи ОДКБ в Москве вчера, 5 декабря, обратил внимание на конфликты, возникающие в различных регионах мира, которые создают проблемы для развития большинства стран. В связи со сложной ситуацией в Афганистане он подчеркнул необходимость и важность укрепления защиты государственной границы Таджикистана с этой страной, как южной границ региона ОДКБ, сообщает об этом пресс-служба таджикского парламента. Рустам Эмомали отметил, что сотрудничество государств-членов этой межрегиональной организации налажено на качественно новом уровне межгосударственных, межрегиональных и международных отношений с целью противодействия современным вызовам и угрозам. Подводя итоги председательства Республики Армения, он выразил благодарность за завершение плодотворной и значимой работы в период правления в организации, а также выразил готовность таджикской стороны содействовать реализации потенциала Республики Беларусь в период правления в ОДКБ. Один из близких родственников осужденного к пожизненному заключению бывшего полевого командира Толиба Аимбекова экстрадирован из России в Таджикистан. 33-летний Курбанджон Аюмбеков, племянник Толиба Аимбекова, был задержан 1 декабря на российско-украинской границе. Об этом сообщают источники радио «Зоди». По словам близких, Курбанджон Аюмбеков с осени прошлого года жил в России. После последних сообщений о суде над известным командиром и некоторыми его родственниками он попытался скрыться на территории Украины, но был задержан и выслан в Таджикистан. По словам источников, Курбанджон в настоящее время находится в Душанбе, однако в каком следственном изоляторе неизвестно. Два украинских беспилотных летательных аппарата с реактивными двигателями атаковали аэродромы стратегической авиации в Саратовской и Рязанских областях. Об этом сообщило вечером Российское министерство обороны. Ранее об атаках сообщали специализирующиеся на криминальной хронике СМИ, официально это не подтверждалось. Ведомство подтвердило сообщение о повреждении 2 стратегических бомбардировщиков Ту-95 и 3 погибших и 4 раненых российских военных, но утверждает, что оба беспилотника были сбиты. Как сообщил представитель ведомства, повреждения были нанесены обломками сбитых беспилотников. О взрывах на аэродроме стратегической авиации в Энгельсе и авиабазе Дягилево на окраине Рязани стало известно 5 декабря. В Дягилеве, в 500 километрах от линии фронта на войне с Украиной, дислоцированы самолеты-заправщики Ил-76, размещается 43-й центр боевого применения и переучивания летного состава пилотов дальней авиации. Украинская сторона традиционно официально не комментирует сообщения об атаках на российской территории. Косвенно атаки подтвердил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. В Узбекистане 14 тысяч абонентов остались без газа, у 79 тысяч абонентов ощущается снижение давления. Об этом сообщает подробно.уз со ссылкой на данные Худут-Газ-Таминот. В связи с резким понижением температуры воздуха и выпадением снега существенно возросло потребление природного газа. Для обеспечения населения социальных объектов голубым топливом Худут-Газ-Таминот привлек свыше 10 тысяч сотрудников сферы, которые в разрезе Махалле прилагают все усилия для решения проблем. Внесены изменения в графике работ газовых заправок столицы. Заправка общественного и другого социально значимого транспорта осуществляется в ночное время суток. Власти обратились к гражданам с просьбой рационально использовать природный газ и эксплуатировать газопотребляющее оборудование первой необходимости, а по мере возможности при выходе из дома снижать температуру на обогревательных приборах. Президент России Владимир Путин прибыл на Крымский мост, поговорил со строителями и проехал по нему на машине. Как сообщила пресс-служба Кремля, 5 декабря на мосту открыто автомобильное движение по правой отремонтированной стороне.
Демонтаж и замену поврежденных пролетов в правой части производились с середины октября. Движение машин в это время шло по левой части. Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что 4 пролета левой стороны также получили повреждения и их нужно заменить. Кроме того, в течение 6-7 месяцев планируется восстановление второго пути на железнодорожной части моста. На Крымском мосту 8 октября произошел взрыв, после этого там начался пожар. Погибли 3 человека.